Это очень интересный факт, потому что в то время, когда чеченцы утверждают, что кисты и дурдзуки были они, то историк и географ, великий историк и географ, по мнению мирового историографии, географии, картографии, они так его именуют, как великого историка и географа, то у него это очень хорошо обозначено на карте. Все вот эти общества, которые входили в ингушские народности. То есть этногруппы обществ ингушского народа. Смотрим карту Вахушты-Багратиони 18 века. Карта датируется 1735-38 года. Смотрим. На карте Вахушты-Багратиони, как я уже вам сказал, он хорошо отмечает эти общества ингушского народа, этногруппы. Приблизим и читаем. Кисты, цурцуки, галгал. А на карте Вахушты-Багратиони отдельно на территории Дагестана, вот видите, дагестанцы, Дагестане, мы видим народ чачани. То есть вы понимаете, что вот тут у нас кисти, дурдзуки и галгай, и вот вам Тушетия, вот вам Хевсурети. То есть ингуши со своими этногруппами обществ касались грузинских границ с хевсурами и тушинами. Отсюда сюда потом переселились, вот сюда, родственные ингушам вейнахи, или нахская народность, бацбицы. Но смотрите, с Тушетии в 18 веке, по мнению Вахушты-Багратиони, у чеченцев границы не было, потому что тут мы видим авары, аварцы, тюркоязычный, тюркского происхождения народ, живущий в ныне Дагестане, лишь только они граничили с Тушетией, и даже у них с хевсурами вот тут не было никакой границы, у аварцев даже. Но тем паче, что чачани, вот чечени, да, от грузинского чачани, не граничили в 18 веке ни с тушинами и даже не с хевсурами. Но сегодня, к сожалению, вот данную территорию уже незаконно захватили и имеют чеченцы. И они сейчас граничат и с тушами, и с хевсурами. Но в древности мы о таком народе, как чечени или чачани, ничего не говорю про нохчи, вообще грузины не знали. Лишь только позднее мы про них начали узнавать от источников русских. Но грузины ничего про чеченцев не знали. А данные территории по закону полагается ингушскому народу. Кистам, цурцукам и галгаям. Как вы увидели, у Вахушты-Багратиони чеченцы не граничат с грузинской границей. С нами граничат аварцы и ингушский народ, его общество, этногруппы. Кисты, дурдзуки и галгаи. А чеченцы от нас далеко. То есть, что подтверждается в этом праве, что грузины ничего про чеченцев не знали, и мы даже с ними не граничились. Но есть еще другие интересные карты, и давайте эти карты уже просмотрим. Карта Российской империи, империя Руссиян. Вот тут мы читаем Джорджия, а вот тут мы читаем Гаргару. То есть, в Российской империи такой народ, как Гаргары или Галгаи, ингуши, знали. Есть Дагестан, но смотрите, есть Черкезия, но нигде тут не написано ни нохчи, ни чачани. Нигде не написано. То есть, про чеченцев пока еще ничего не знает никто. Очень интересная карта 19 века. Тут видим, есть на Северном Кавказе уже Осетия какая-то, и есть Кистень, то есть кисти. А вот тут есть Чеченлер.
Также есть очень хорошая карта Владикавказ, Карабулак. И вот тут написано Кистен. Вот тут написано Дидо, Аварен, Лезгин. То есть, как мы видим, как я уже сказал, на карте Бахушты-Багратиони здесь нету никаких чеченцев. Нету никаких чеченцев. А есть лишь только ингуши, кисты и дагестанские племена. Чеченцев здесь нигде нету. Но вот тут есть остров Чечен. Вот тут есть остров Чечен. Но есть очень хорошая карта, которая очень хорошо показывает миграцию чеченского народа из гор на равнину, где уже они фактически оттесняют аварцев, оттесняют ингушей, и данные территории, равнины, они уже начинают занимать, и уже они имеют границу с Грузией. И с того момента уже начинается о них знать грузинских источников, которые мы получили от русского названия этого народа как чеченцы. Давайте смотрим и эту карту. Миграцию чеченского народа с гор на равнинах, где они оттесняют аварцев и ингушей, и уже начинают селиться на чужие территории и уже граничат с Грузией. Вот данная карта, это уже конец 18 века. И тут читаем Глигрви, от грузинского названия Гаргар, Галгайче. Вот тут уже Тушеты. И здесь мы видим уже Чачани. Здесь мы видим авары, то есть вот тут были аварцы, вот тут были аварцы, но чеченцы их оттеснили, авар. И уже вот тут они появились возле Тушетии и возле Хевсуретии. Вот тут. Они мигрировали вот отсюда. Но, что самое интересное, тут есть остров Чечени. Мы видим явную миграцию данного народа, ныне, который себе называют чеченцы или нохчи. И мы видим вот эту явную миграцию с гор на равнинах, которая была заселена аварцами и ингушами, и уже обоснование на этих территориях, и уже граничат с Грузией. Теперь очень интересно, что известно в истории про чеченцев, в истоках, в летописях мировых историков и грузинских летописях. Давайте читаем. Название. Этнонимы чеченцев.